Все, готов. Лыжи взял. Остальное все оставляем здесь. Завтра мне это все пригодится. Ладно, попробуем. Попробуем. С Богом. Залетает как по маслу. Мне бы кажется, он и с конями бы поднялся, но очень много барахла, которое мне завтра надо будет спускать обратно туда. И чтобы туда-сюда не гонять это все, оставили все там. Все. Приехали. Привет, изба. Будем готовиться к ночлежке. К ночлегу будем готовиться. А Ромка поедет домой на работу. Так, бензин НЗ есть. Бак заправили. Тебе на дорогу хватит. Остальное сам. Все, готов. Что забыли? Ничего не взяли. Так, ну вот наш общий улов. Это вот вчерашний, это сегодняшний. Вчера экземпляры были у нас, конечно, покрупнее, поинтереснее вон. Красавцы. Сегодня более мелкие, средненькие такие. Ну-ка по весу проверь, чуть тяжелее. Вчерашний, ну по-любому вчерашний. Вчера 26, сегодня 20. Да? Ну да. Ну, ведро будет 100% с 2 пакетов, да? По-любому. По-любому. Это чище даже будет ведро, блин. Здесь у нас получается килограмм 7, наверное. Тут, наверное, килограмм 6, наверное, примерно. И примерно килограмм разница примерно. Ну, нормально, что? Отлично, я бы даже так сказал. Янскадан. Все, теперь их главное как-то или связать веревкой, может быть, чтобы не рассыпались. Или так положишь? Да, думаю, не убегут. Ну, дальше корыто не убегут. Но. Все, давай, буртуй ты. Завтра вечером приедешь? Ночью. Да. Завтра ночью буду ждать. Если что, завтра утром все равно далеко не уеду. Если вечером не приедешь, подожду до утра. Там по следу определишь, я как-то обозначу, куда я пошел, или вверх, или вниз. Но. Там или на снегу нарисую, или веточкой направление, чтобы ты знал, куда я, вверх или вниз. Завтра-то я по-любому вниз поеду, дорогу делать, пробивать через лес. А если послезавтра долго не будешь ехать, я просто пойду и обозначу или вверх, или вниз. Ага, хорошо. Я так думаю, тоже, наверное. Ну, посмотрим. Куда пойду, туда и обозначу. Все, давай. Подсос поставил, нет? Нет. Сейчас поставлю тебе подсосик. Телефон 20 у нас без подсоса не заводится. Вот смотрите, как дятлы грызут. Упала береза, вот видите, короеды ползают. Короеды. И вот и дятлы вот херачат полностью вот короеды эти. Давай, бур. Так, Ромка у нас уехал. Почему-то камера запиликала и написала ошибка CD-карты. Еще не хватало, чтобы карта у нас навернулась. Ну, посмотрел, последний файл записала до того, как сказал буртуй. Бур записала, туй уже нет. Сама выключилась. В общем, не знаю почему, а вот эта вот камера начинает глючить. Мне это уже не нравится. Главное, чтобы запись не пропала. Так, а у нас планы на сегодня какие? До ужина, недавно обедали, пока кушать не хочу, заправлю пилу, наверное, и попилю березу на дрова. Потому что береза тлеет хорошо, 2 половиночки кинешь, и она всю ночь будет шаяться на угли.
Вот, попилю дров. Ну и пораньше ляжем, пораньше завтра встанем. Ну вот и ужин у нас. Ромка уехал, я попилил дров, наколол, приготовил, вернее разогрел ужин, поставил всю аппаратуру на зарядку. Это два аккумулятора от шуруповерта, подводную камеру, экшн камеру, фонарик. Ну и все пока, наверное. Телефон потом поставлю. Телефон я не пользуюсь, здесь связи нет. В общем, время уже без 29. Больше часа, это часа, полтора часа где-то на все это ушло. На все про все. Все, теперь можно и покушать. Присаживайтесь. С угром будем? Я так думаю, не откажемся. Немножко без фанатизма. Не по полной, не по половинке, а, как Иван Григорьевич говорил, по Марусин поясок. Так, это вам, это нам. Так, музыку, наверное, лучше выключить, да? Мешает, наверное. Вот. Это меня веселит. Мой телефончик. Так, ладно, потом послушаем. Так, ну что, первый тост у нас, как всегда, за рыбалку. На рыбалке. Рыбалка — это не только вываживание рыбы с лунки там или удочкой, это целый процесс. Это, если это зимняя рыбалка, это пробитие дороги, пробитие этих завалов, это риск через перекаты, это все, это целый процесс. Это жизнь в избе, приготовление двора, это все называется рыбалка. Некоторые говорят, вот рыбалка, что рыбалка? Да то рыбалка, то что это много чего надо возить с собой, много чего надо уметь делать. Ну, а конечный результат — это то, что Ромка сегодня уже увез. Это где-то около ведра рыбы за 2 дня мы поймали. На двоих. Так что выпьем за рыбалку. Кому как. Мне нравится рыбу есть. В любом виде я ее употребляю. Но также мне очень нравится ее ловить. Крепка наша оборона. Рыбацкий напиток у меня где-то, кто-то спрашивал, сколько градусов. Ну, плюс-минус 2 градуса, это около 50. Бывает 48, бывает 52, где-то около того. Не люблю я рыбацкий, который кто-то делает градусов 40. Тем более, которые догоняют этот градус сивухой вонючей. Вот у меня гореть перестало, и убрал я. Шикарно. И пьется приятно. И никаких последствий. Кто бы что ни говорил, вот у тебя такой, всякой, плохой. Ни головной боли, ни похмелья. Ну, конечно, если, конечно же, все в меру. Если ты выпьешь литр за вечер, то, естественно, у тебя будет что-то. Давненько я уже один не сидел, даже как-то немножко отвык. Раньше изначально, да, я частенько ездил один. Лет 20, ну, лет 15 точно я ездил в основном один. То Ромку мелкого с собой возьму, если каникулы, допустим. А так в основном я всегда ездил один. Потом уже в последнее время редко один ездил. В основном это был постоянный напарник или Сашка Калина, или Иван Григорьевич, или вся троица вместе.
Или с кем-то. Один уже реже выезжаю. Ну, в смысле, зимой на рыбалку. Но бывает. Сейчас вот нашел тетрадку. Я тут коротко записываю. Что и как, не знаю. Если интересно, я вам даже могу зачитать. Вот такая тетрадочка. Ну, тут только мои записи и немного. Вот раз, два, три, четыре. Пятую страницу только начал. Потому что раньше я что-то записывал тут на газетах. Газеты, видать, выкинули. Там еще кто-то что-то пару фраз писал. Тоже кто-то что здесь был. Вот. А тут тетрадка оставалась здесь. Ну, это не для кого-то я пишу. Это, в принципе, для себя. Чтобы сравнить, допустим, на какой год, на какое время, какое число, какая погода и какой был клев. Как бы записки, так сказать, рыболова, чтобы сравнить, на какой год, когда ловилось. Ну, в принципе, я так думаю, ничего интересного тут нет. Но если хотите, я могу прочитать. Кому не интересно, сразу перематывайте вперед, но коротко зачитаю. Первая запись у меня тут записана 1 февраля 2024 года. Тут просто мы что-то собрались, у меня тетрадка была с собой, ручка была. Я просто коротко записал. Вот. Протоптал дорогу. Один. Вот, как раз, оказывается, один я тоже ездил. Протоптал, только пробил. 1 февраля. Вспомнил. Это я тогда 1 февраля первый раз выехал. Я тогда в начале января уехал в санаторий в Челябинск. Суставы подлечить. И весь январь я был там. Вот. На рыбалку никуда не ездил, думаю, глухозимье, отметил Новый год дома и сразу после Нового года уехал. Приехал в конце января, то все. И 1 февраля я уже был здесь. Вот, протоптал дорогу. Это я уже помню. Так бы я уже забыл, а вот благодаря этой записи, видите, я уже это... Один. Урагану было нелегко. Вот, да, я помню, он с санями, он где-то пухляк втюхивался так, что колея получалась там, не знаю, больше полметра, наверное, такая траншея получалась. И с собой тащил сани. Без саней он идет без проблем. А с санями где-то что-то сани придержат, и он бывало в одном месте даже зарылся полностью, он ушел туда на метр, наверное. Урагану было нелегко, пухляк, валится до земли. Пришлось отцепить сани и так топтануть. Ну да, я здесь уже где-то километров 5, наверное, стало вообще буриться, и отцепил сани, топтанул туда-сюда и вернулся, привез сани. Раздолбало 205-й подшипник на заднем левом катке. Помните, да, я пешком потом выходил. По ходу менять нужно не только подшипник, но и сам каток. Ну да, там всю резину снаружи съела. Снега много, ходил до реки. На льду вода, но не критично. Пробурил поблизости лунок 15-20. Видел одну поклевку еле-еле. Завтра на лыжах пойду вверх. Посмотрим, есть ли рыба в этом сезоне. На реке много волчьих следов. По дороге видел куропаток. Одиночек раз 5-6. Лосиные переходы, 3 из них свежие. Вот. Температура -5, -7. Вот. Ладненько, давайте помаленьку еще маханем, потом зачитаю. Давайте. Доброго здоровья, крепкого, сил побольше. И ездите на рыбалку. Это действительно круто. Не надо сидеть дома. Есть возможность. Выехали на ближайший водоем. Закинули удочку. Поверьте, это все для здоровья. Потому что состояние души, когда душа спокойна, нервы спокойные и здоровье нормально. Не надо там суетиться, там думать, нервничать что-то. Тут душа отдыхает, нервы отдыхают. Тут просто благодать. Это честно.
Сегодня у меня на ужин щи. Все, последняя банка. Завтра уже будем готовить. Завтра вечером уже, в принципе, Ромка должен будет подъехать. Или завтра ночью подъедет, или послезавтра утром. Все равно что-нибудь надо будет приготовить, я так думаю. Ну вот. Это было 1 февраля, 24-го. 2 февраля ходил вверх до поворота. Я знаю, до какого поворота тут. Вам-то все равно ничего не говорит. Пробурил 142 лунки. Это ручным ледобуром. Не ловится. Поймал 3 мелких жигана, отпустил. Была одна хорошая поклевка, но в исход. Вот видите, 2 февраля вообще не клевало, получается. Температура -6, ветер. Видел свежие волчьи следы. Где-то около 6 волков шли в мою сторону сверху, но, видать, заметили и прыжками ушли обратно вверх. Ничего не поймал за целый день, получается. Так что мы еще с Ромкой ловим. 3 февраля ходил, да, чуть выше ямы. Я тоже знаю, как, где, как. Вам это ничего, конечно, не говорит. Поймал 9 штук средних. О, уже что-то есть. 10 мелких отпустил. Нашел останки лося. Был ролик такой, все я показал. Дзен меня даже поставил, как сказать, не то чтобы замечание, 18+, сказал вообще-то. Или вообще он убрал Дзен. Дзен такой, даже мертвую утку он не разрешает показывать. А тут я показал останки лося, как волки растерзали его. Как бы шок-контент. И мне запретили показать. Это вроде ролик даже вроде бы заблокировали. Но ВК-видео и... А нет, Дзен, не помню. Тогда, наверное, этих каналов еще не было. На Ютубе есть точно. Так что, если что, кому интересно, можете посмотреть на Ютубе. Вот. 24 год, если 2 февраля был здесь, где-то примерно в середине февраля, наверное, вышел ролик 24 года. Останки лося. Волки пировали прямо на льду. Разобрал задний каток, завтра буду выходить. Вот. На лыжах. Поменял трос газа, старый потрескался и не фурычит. На реке сухо, только в 2 местах очень опасно. Надо пилить деревья, которые в воде, от них не замерзает. Лег 22:45. 4 февраля, 24 8:45 вышел пешком к машине. Как отремонтирую каток, приду обратно. Ну вот, получается, что, 3 дня здесь был. Немножко там на донышке пакета домой рыбы отвез. 4, получается, вышел до машины. Сколько тут, наверное, километров около 30, наверное, пешком прошел. Заехали 6 февраля 24 года. Иван Григорьевич, Игорь Новосельцев и я. Вот. И тут коротко я описываю. 7 февраля мы поймали, заехали 6 ночью, получается. 7 февраля мы поймали 44 на троих хариуса. Это зачетных. 8 февраля 34 на троих. 9 февраля 24 хариуса на троих. Опять же, конечно же, эти фильмы все есть на Ютубе, на Дзене, ВК и Рутуб. Не помню, наверное, их нет. Ну, когда очередь дойдут, так как здесь был у нас Иван Григорьевич, то, скорее всего, рано или поздно я эти фильмы тоже в ВК-видео и Рутубе опубликую. Так, топтанул дорогу на переправу. Это по лесу напрямую, на переправу. Кто знает, то знает, кто не знает, тому не интересно. Хотели съездить мы половить плотву. Не знаю, скорее всего, там потом поедем. Выезжаем 9 февраля, 20:45. Температура -17. Тут не через лес. Тут я по дороге топтанул. Меня хозяин избы попросил топтануть. И я пухляк был. Он говорит, буран валится. И я на урагане топтанул до его избы. И потом топтанул, и потом уже мы выехали. -17 температура.
Заехали, новый заезд уже, 16 февраля 2010. Я, Дима Бажуков, Витя Бажуков. Ну, тут у нас рыбалки не было. Я даже читать не буду. Я знаю, мы просто тогда, ну вот, мухнули до утра. Легли в 6 часов примерно. Встали в 10 примерно. Съездили вниз, нифига не ловится. Поймали 5 штук средних. 10 отпустили мелких. Пробили дорогу напрямую, минуя завал, ниже избы. 18 февраля даже на речку не выходили. Вечером поехали в Троицк. Вот и все. Вот и вся рыбалка. Бывает и так, что. Ну, ничего страшного. Как говорится, никакой рыбнадзор не спас столько рыбы, сколько рыбацкий напиток. В компании так и есть. Не замечаешь, как время идет, и на рыбалку уже так. Вот тут эта поездка. Так, пишется эта поездка, даже не будем читать, неинтересно. Вот уезжаем, скоро вернусь. Вот 28 заехали февраля, опять же, около 13 вечером до темноты поймали 5 штук. Ездили вверх до ямы, я, Иван Григорьевич, Игорь Новосельцев. Вот опять троем приезжали, 28 февраля уже. 29 встали в 6 утра, вышли на речку, около 8 утра ездили вверх, поймали 16 штук, не клюет. 1 марта ездили вниз, поймали 12 штук плюс щуку, 1,5 килограмма на жерлицу. Откусила 2 блесны и 2 нимфы. Поставили еще 4 жерлицы. 2 марта одна из 4 сработала, но в исход. В итоге так ее и не поймали. То есть там уже было 2 щуки на том плюсе. Вот я тоже хочу завтра вот туда пробиться, если получится. И потом, когда Ромка приедет, ну завтра сколько успею порыбачу, и когда Ромка приедет, если там, конечно, не обловлено, половить там. Там тоже и щуки живут, и хариус там крупный попадал нам. Интересное такое местечко, если что получится, завтра мы это увидим. Вот. В итоге так ее не поймали. Поймали 16 штук хариуса, собрались, выезжаем. Забрали все, порядок оставили, дров в вагон, в кастрюле рыбацкий напиток. То есть остатки рыбацкого даже осталось, и я оставил тут в избе в кастрюле. Все, 24 год на этом закончился. Это когда мы, получается, выехали? 19 февраля. 2 марта. 2 марта выехали. И больше не взяли. Сегодня у нас 18 марта. Да? 18 марта, да, сегодня среда. В 2025 году здесь, в этой избе, меня не было. Раза 2 или 3. Раз с Григоричем. Или 2. И пару раз, наверное, с Димой мы заезжали. Ну так. Однодневные заезды были. Половили немножко. Ну так. Немного и нормально половили. Ролики уже есть на всех платформах, кроме YouTube. YouTube еще до этого очередь не дошла. Как вы знаете, прошлый год год на YouTube меня не было. Вот. В 2026 году, но это в этом году уже пробил дорогу с Димой, но порыбачить не удалось. Ролик, скорее всего, вы, наверное, уже посмотрели. Долго думал, загружать, не загружать, но все-таки я, наверное, загружу его. Пока он еще не загружен, но первый будет он. Расшатался опорный подшипник, у меня с собой подшипника не было, пришлось выезжать. В общем, выехали, поменял опорный подшипник на ведущую звезду и потом заехали уже обратно, но уже в другое место. А тогда у меня настроение упало, села камера, я не стал уже менять батарейки, заряжать. В общем, поймали мы тогда только одного хариуса и все. Выехали, рыбалки не получилось. Дорогу топтанули, а рыбалки не получилось. Вот уже по протоптанной дороге, по этому спуску уже после нас кто-то уже здесь был. Второй раз заехали 16 марта. Вот это. А как мы заехали 16, вы сами уже знаете, я не буду описывать. Я до Ромка, тут целые 2 страницы почти записано коротко и ясно. Так что вы это уже посмотрели и думаю уже неинтересно. Как-то вот так стараюсь оставлять записи. Ну, тут, конечно, не все. Очень много. Ну как очень много? Я, если все посчитать,
Ну, может, заездов 15 было, может 20, я не знаю, не считал. Кто внимательно смотрит на канале, тот знает. Бывало и удачные заезды. Там рыбу, допустим, на 3 делим, каждому там по пакету получалось там за 2-3 дня. Бывали и вообще, ну, совершенно пустой вроде бы не выезжал. Может, только разик, там пару рыб было и все. Немножко всегда рыба здесь ловилась. Вот. Что-то я хотел вам много сказать, что-то начал читать эту тетрадку и все забыл. Ну а третий тост, как обычно, за нашу скорую победу. Хочу передать привет, пользуясь случаем, всем нашим бойцам. В особенности хочу передать привет это моему земляку Сыктывкара Александру Ликанову. Сейчас он в данный момент находится в госпитале, зацепил его. Ранение, контузия. И написал мне сообщение в личку, говорит: Гена, и меня зацепило сейчас, но зато, говорит, могу наверстать упущенное. Ну, в смысле, посмотреть мои ролики, пока идет лечение. Говорит, посмотрю все пропущенные ролики. Также земляк у меня там Максиму Лисицыну, привет. Вообще всем нашим ребятам, всем бойцам огромный привет. Ну а гражданским, это моим друзьям, это у меня что, друзья, Юра Кулагин с Уфы, Александр Тарасов, Саня с Ямала, с Мариной, привет вам тоже огромный. Это Пашка Осколков, Сыктывкар, большой привет. Ну, всем моим друзьям, всем. Ольге Мальковой привет, тоже смотрит постоянно, тоже блогер. Сейчас у нее канал, как же, между рыбалкой и кухней, что-то такое вроде как называется. Она раза 2-3 меняла. Сначала создала канал на Ютубе, потом удалила, потом на Дзене. На Дзене тоже как-то что-то. Ну, человек старается, человек рыбу ловит, умеет отлично готовить, умеет отлично рыбу ловить. Привет, Оля. Собирались как-то толпой приехать, но половины толпы уже, конечно, к сожалению, нету. Кто собирался ко мне в гости. Вот, ладно, не будем о грустном. Привет я передал родным и близким, так сказать. Ну, будем. Сейчас недавно загружал ролик, вы, наверное, уже его посмотрели. Как мы с Григорьевичем были на рыбалке. Так вот, там очень много, раньше на ютубе было очень-очень много комментариев. Я просто, не знаю, в сутки, наверное, час, а то и больше, то и полтора терял на то, чтобы отвечать на них. На рыбалку съезжу, приеду, у меня вагон комментариев, я сижу, стучу, отвечал каждому. И вот там был такой комментарий. Очень много всегда привета передавали Ивану Григорьевичу. И насчет выпивки. Говорит, так как Иван Григорьевич не может пить никто из вас, ну, с нашей компании. Он говорит, маханет, не поморщится и крякнет так. Григорьевичу прочитал, и он так демонстративно выпил и говорит, вот так вот ставит он. Каждый раз он. Обратите внимание, кто смотрел эти ролики про Григорьевича, как он выпивал. Классно он маханет, крякнет и со звуком ставит стопку на стол. Говорит, как выпивал Григорьевич, говорит, никто не умеете, говорит, пить. Ну, согласен, что. Может, если я доживу до 78 лет, может, научусь, может, тоже так буду. Пока вот так вот, по-скромному. Ну, как-то вот так. Сейчас дождусь, пока зарядится вся моя аппаратура, все аккумуляторы, чтобы отключить, потому что все-таки инвертор
выдает 220. Оставлять его нежелательно, потому что где-то может быть что-то нагреется. Нет, он холодный. Не будем рисковать. Все зарядится. Я немножко еще посижу, поужинаю, музыку послушаю. Может быть, песни попою даже, караоке. Вот этот телефон орет как динамик, встроенный динамик, и он капитально орет. Вот. Ну а завтра увидите, чем мы будем заниматься. Будем пробивать новую дорогу к новым местам. Ну, и как пробьемся. Далеко, конечно, мы на лыжах не уйдем. Завтра у меня урагана нет. Но поблизости будем тщательно, более тщательно бурить. Вот аккумулятор заряжаю. Как пробью дорогу. Если получится пробить, вернее, так и будем рыбачить. Если не получится, то будем ловить рыбу поблизости, рядом с избой. Раньше даже и здесь ловилось. Что не говори, с каждым годом рыбы все меньше и меньше. И виною тому, скорее всего, наверное, это все-таки завалы. Вот эти бобровые плотины, завалы, напрочь все вот это перекрывает, и нет нормальной миграции рыбы. Если бы, допустим, завалов не было, весна, рыба бы, допустим, большой водой, это все поднялось бы, она здесь плодилась, жила, как раньше было. А вот и раньше было здесь, не надо было, говорит, даже буриться. Это лет, я здесь уже 20 лет рыбачу, а, допустим, лет 30-35 назад, тут лесные заготовки шли, мужики приходили на лыжах, сверлили одну единственную лунку, ловили с нее хариуса столько, сколько могли вынести, допустим. Знали, конечно, места, и рыбы было море. А теперь, вот, как вы видите, чтобы поймать 20 штук, надо целый день вдвоем избурить огромное количество лунок, пройти очень много мест. И, как видите, без рыбы пока есть рыба. И то хорошо уже. Вчера вот повезло. Как вчера уже редко-редко бывает. Сегодня мы за целый день 20 поймали, а вчера за каких-то там 10-15 минут мы эти 20 штук выдернули из 2 лунок. Вот такая вот разница. Вот. Ну что, будем, наверное, на сегодня прощаться. Спасибо, друзья, за внимание. И до новых встреч на канале Кроме Рыбак. Канал, несмотря ни на что, будет жить, пока я жив, пока я могу, пока я загружаю. Да, нет уже того, как, так сказать, вдохновения. Были, так сказать, это хандра, творческий упадок. Никакого желания не было ни записывать, ни создавать ролики, потому что нет никакого выхлопа уже. Просто, так как я знаю, что есть люди, которым нравится смотреть эти ролики, будем до последнего делать по возможности и заливать, запускать. Пишите в комментариях, что конкретно нравится, что не нравится. Подсказывайте, может что-то надо делать, какие-то темы развить или что-то. Я буду прислушиваться, читать. ВКонтакте можете также в ленте отправлять, загружать свои фотографии с уловов. Можете писать рассказы, что хотите. Канал это мой, я администратор, что хочу, то и ворочу. Полезную информацию, интересную информацию я оставлю. Если что-то неправильное, я, естественно, удалю. И не надо пихать никакую рекламу, потому что за эту рекламу в первую очередь будут наказывать меня. Эти страйки, это все такое. Естественно, если я замечу эту статью, допустим, или там заметку, где ссылка, реклама, или там кто-то умудряется попрошайничать через мой канал, вставляя свои номера карты и все такое. Такое делать не надо, естественно, я все равно это буду удалять. А так делитесь, фотографии, заметки, статьи, видео даже можно загружать интересные. Главное, чтобы только там не было никакой рекламы. За рекламу сейчас без, как сказать,
Забыл, как это слово-то называется. В общем, без токенов всяких там реклам, ну, чтобы это можно было. Не разрешается никакая реклама без регистрации, без токенов, в общем. Дурдом. Полный дурдом. Дурдом, как могут, зажимают со всех сторон. Главное, чтобы блогер не заработал. Ну, как вы сами видите, так оно и получается. Все. До свидания. Увидимся завтра.